О самых заметных сегодняшних событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Вы смотрите итоги дня в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Объект станет настоящим драйвером развития всего арктического региона и повысит уровень жизни местных жителей. Новый якутский мегапроект представили в Москве. Развитие Арктики является приоритетной задачей. Глава Якутии провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алаиховского района. На одной из улиц Птицевода новый владелец частного участка способен лишить своих соседей возможности свободно передвигаться. Около 20 семей могут остаться без единственной дороги. Губительный вред здоровью. Жительница Якутска более года борется с предпринимателем, который ведет производство строительных материалов вблизи с жилыми домами. Проект реализован на базе сети мультимедийных исторических парков «Россия. Моя история». В столице региона открылась выставка «Русский Азов». Стала известна программа Петербургского международного экономического форума. Деловая программа разделена на 5 тематических блоков. Мировая экономика в эпоху глобального перелома, российская экономика от адаптации к росту, выстраивая технологический суверенитет, народосбережение и качество жизни – основной приоритет, и рынок труда – ответ на новые вызовы. Помимо основной программы, на полях форума состоятся традиционные мероприятия, а также 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами. Главная тема форума в этом году – суверенное развитие, основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений. Новый якутский мегапроект представили в Москве. На площадке Общественной палаты России прошла презентация атомной станции малой мощности, которую построят в Устьянском районе. Этот уникальный энергетический объект станет настоящим драйвером развития всего арктического региона и повысит уровень жизни местных жителей. Подробности в следующем материале. Уже к 2028 году в Устьянском поселке Усть-Куйга будет построена первая в мире атомная электростанция малой мощности. Новая АЭС малой мощности обеспечит район стабильным энергоснабжением, в том числе и для развития промышленности. Запустит работу предприятий по добыче золота, олова и редкоземельных металлов. Прорабатывается проект по производству водородного топлива на месте. Для кластера будет создана и инфраструктура, глубоководный порт, новые транспортные магистрали. Мы развиваем человеческий капитал, мы получаем новых специалистов для работы на станции, для работы в крупных промышленных предприятиях. Люди будут приезжать туда, жить, работать, создавать семьи, и Арктика станет местом проживания, а не местом просто работы. Сегодня мы с Росатомом отрабатываем и социальные проекты в рамках вот этой большой работы. А это сердце станции, новейший реактор «Ритм-200». Такие сегодня стоят на ледоколах класса «Арктика». Они мощные и экономные. Отличительные особенности малых атомных станций – компактность и модульность. Строятся они быстрее, служат более 50 лет. Немаловажный фактор – это безопасность. Это самое высокое поколение сейчас реакторов по безопасности 3+. Основной вопрос внутренней самозащищенности, когда физическим процессом при любой серьезном отклонении происходит самозатухание и решение вопросов, не приводящих к серьезным запроектным авариям. Создается в соответствии с нормами, федеральными нормами, правилами, всеми необходимыми российскими и международными. Но по многим требованиям российские нормы жестче, чем международные. На сегодня в Усть-Куйге ведется возведение жилого городка для строителей, а сам запуск станции через 5 лет улучшит экологическую обстановку в Устьянском районе. Поскольку потребность в угольных и дизельных источниках отпадет, выбросы СО2 сократятся на 20 тысяч тонн в год. Также по подсчетам АЭС малой мощности позволит снизить тарифы на электроэнергию в 2 раза. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Глава поручил расширить производственную базу дорог Арктики. В поселке Чокурда глава республики Айсан Николаев посетил производственную базу дорог Арктики. В Алаиховском районе казенное предприятие обслуживает 1000 километров сезонных дорог, по которым в зимнее время в арктических населенных пунктах обеспечивается северный завоз. После визита дорожного участка Айсан Николаев поручил правительству обеспечить расширение производственного участка, построив второй гараж для спецтехники. Первый на 7 мест
мест был построен в год открытия филиала в 2016-м, а с расширением количество техники увеличилось до 9 единиц. Также АСН Николаев распорядился предусмотреть приобретение малотоннажной дорожной техники. Ее наличие позволит открывать сезонные дороги в еще более ранние сроки. Также глава Якутии провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алайховского района в поселке Чокурдах. На нем было рассмотрено исполнение поручений, данных главой республики в прошлом году. Глава отметил, что команда администрации района во главе с Яковом Елисеевым произвела значительную работу. Поставлены задачи по строительству и ремонту социальных объектов. АСН Николаев подчеркнул, что одна из самых важных задач на ближайшие годы – строительство торгово-логистического центра в поселке Чокурдах. По вопросу строительства школы на 275 мест в Чокурдахе поставлена задача не снижать темпов строительных работ. Отмечено, что назрел вопрос и необходимости строительства нового детского сада. Глава поручил Министерствам экономики и образования республики внести данный объект в перечень приоритетных и разработать необходимую проектно-сметную документацию. Минтрансу Якутии поручено проработать варианты оснащения причала высокотехнологичным и современным оборудованием для обеспечения завоза грузов и вывоза металлолома. В аэропорту Якутска обновят бизнес-зал, который расположен на первом этаже терминала российских авиалиний. В зале полностью заменят оборудование и мебель. После открытия в лаунже будут доступны детский уголок и питание по системе «Шведский стол». Также сохранится отдельная стойка регистрации на рейс и индивидуальный бизнес-выход на посадку. Доступ в зал смогут получить все пассажиры программ лояльности авиакомпаний, в том числе S7 и Аэрофлот. Стоимость услуг лаунжа за оплату наличными или картой снизится с 5300 рублей ориентировочно до 3500. Кроме того, платформа Million Air тоже предоставит дополнительные привилегии. Для этого нужно лишь скачать приложение. Мы ожидаем, что правом проходить через него будут обладать пассажиры абсолютно всех авиакомпаний. Ну и основное, наверное, это то, что Million Air – это крупная экосистема, позволяющая как накапливать, так и тратить мили практически за все услуги, которые вы можете встретить в аэропорту. В будущем мы ожидаем, что можно будет за мили приобретать услуги парковки. Уже сейчас можно за мили приобретать услуги упаковки багажа. Это, кстати, тот же оператор здесь у нас представлен. Можно будет этими милями расплачиваться в точках общественного питания. И на подходе соглашение с Аэрофлотом об обмене миль Million Air на мили Аэрофлота. То есть за эти же мили можно будет приобретать билеты на Аэрофлот. Также отмечается, что в зале появится продажа местных деликатесов, чего прежде не было. В качестве поставщиков питания и сувенирной продукции будут привлечены местные производители. Ремонтные работы начались с 1 июня. Открытие обновленного зала запланировано в августе текущего года. На время проведения ремонтных работ услуги бизнес-зала доступны в помещении VIP-зоны аэропорта. Реконструкция вошла в реализацию стратегии развития аэропорта Якутск до 2032 года. Около 20 семей могут остаться без единственной дороги на одной из улиц Птицевода. Новый владелец частного участка способен лишить своих соседей возможности свободно передвигаться по улице. В ситуации разбиралась моя коллега Галина Чекурова. На данный момент я нахожусь на единственной дороге улицы Птицевод, и уже скоро эта дорога будет перекрыта. Новый владелец данного участка собирается увеличить территорию своего дома до вон тех столбов. И уже в понедельник около 20 семей улицы Птицевод останутся без возможности выезда за пределы своей территории. Вот, если взять вот по границе этого участка, все, тут прохода вообще нет тоже. Жители пытались провести конструктивный диалог с новым соседом, но разговор не увенчался успехом. По словам одного из жильцов, владелец частного дома был настроен агрессивно. Мы вчера собирались, они здесь были, но разговор-то не выходит. Они убираются, мы документы оформили, все у нас собственность. Это же... И все, больше разговор кончаться на контакт, они не хотят идти. Ну да, вчера с ним встречались, он немножко настроен агрессивно, просит, чтобы, мы должны его просить, чтобы, если вы будете со мной хорошо разговаривать, то я, может быть, оставлю вам кусочек дороги, чтобы ваши машины заезжали. Он так вот ответил.
Главная проблема заключается не только в том, чтобы жители могли заехать в свой участок на своей машине, а в случае перекрытия дороги доступа в дома не будет для крупных машин. Жильцы одной из улиц Птицевода отмечают, что даже сейчас есть проблема с проездом на специализированных транспортах. Даже сейчас, когда вот у нас есть как бы эта дорога, испытываем небольшие трудности, когда вызываем водовозку, фекалку, им очень трудно заезжать и разворачиваться. Вот если вот сейчас вот они закроют, то вот эти большие машины вообще элементарно не смогут даже к нам заехать. Элементарные наши бытовые нужды мы не сможем, как бы сказать, воспользоваться ими. Сейчас мы попытаемся дозвониться до председателя данного участка, где живут около 20 семей, и узнаем, знает ли то, что собираются перекрыть единственную дорогу, и что он по поводу этого думает. Олег Александрович, здравствуйте. Вас беспокоит корреспондент Якутии-24. У вас есть время со мной поговорить по поводу перекрытия дороги одной единственной? Какой дороги перекрыть? Вы не в курсе о том, что собираются перекрыть дорогу на улице Птицевод, где живут около 20 семей? Купил человек участочек и собирается перекрывать дорогу. И, как мне сказали жители данных участков, около 20 семей, сказали, что уже в понедельник будет построен забор, и они лишаются своей дороги единственной. Вы по поводу этого в курсе? Ну, я в курсе по поводу, но там уже, по-моему, с департаментом мы должны узнавать отношения. Ага, но новый владелец, который собирается построить, он сказал, что уже в понедельник все будет, так скажем, замуровано. Ну, сейчас, минуточку. Вам, скорее всего, нужно созвониться, как сказать, кто вот в департаменте курирует нас. В принципе, вы мне сейчас номер телефона оставьте. Нам перезвонил председатель и сказал, что жителям необходимо будет обратиться в суд, чтобы урегулировать данную ситуацию. Дело в том, что он с куратором не созванивался, а созванивался представитель, тот, кто оформлял участок на продажу. Какая-то фирма, да? И она заявила, что как бы они напрочь отказываются передвигаться, то есть они ничего не знают, как бы это не в них, ну, то есть они купили все, их хата с краю. Жители обеспокоены ситуацией, но сидеть сложа руки не собираются. Они уже написали коллективное заявление в прокуратуру Якутска, а далее будут регулировать ситуацию с департаментом жилищных отношений. Новый владелец на контакт с нашим телеканалом не вышел. Галина Чекурова, Владимир Павлов, Якутск. Жители микрорайона Багарах и села Хатасы тоже бьют тревогу. По словам местных жителей, в прошлом году при ремонте дороги по улице Молодежная был засыпан щебень, из-за чего вся улица, машины, растения, дома покрылись белой пылью. Жители боятся, что именно эта пыль осядет у них в легких и станет причиной постоянного кашля и даже госпитализации. Напомним, стройка прошла в прошлом году подрядной организацией «Альянс» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Когда проведут асфальтирование, неизвестно. Поэтому в летнее время жители поливают дорогу, а в будущем хотят, чтобы покрытие полностью заменили. Невозможно жить вот на такой улице. Пыль стоит столбом. Качество воздуха, не знаю, кто этим занимается, но качество воздуха почти невозможно. Невозможно дышать, невозможно окна открывать, невозможно что-то садить. Все должно быть сделано для людей, для блага народа. Мы обратились в местную администрацию, в городскую администрацию. Но я считаю, мне кажется, надо сразу в прокуратуру писать. Еще одна жительница города обеспокоена. Она более года борется с предпринимателем, который ведет производство строительных материалов вблизи с жилыми домами. Со слов женщины, производство губительно влияет на здоровье проживающих, а предприниматель ведет свою деятельность незаконно. Полную историю расскажет Марфирина Алексеева. Галина Шляндина проживает по улице Байкалова. Через забор, буквально в 3 метрах от ее дома, складируются и производятся пенобетонные блоки и пластиковые тротуарные плитки. С мая 2021 года производством строительных материалов занимается ИП Рахматуллин. За моим забором муниципальная земля, 954 сотки. Документы есть в управлении муниципальных инспекций.
За муниципальной землей находится участок Рахматуллина, Тимирязева, 25, тоже под ИЖС. Нам причиняется вред здоровью. Цементная пыль, взвеси цементной пыли опасны для здоровья человека, вызывают онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания щитовидной железы. Вот подойдемте, свою продукцию он реализует в магазине «Клубас». Вот. Смотрите, видите, опытным путем я отделяю, пенопластная крошка легко отделяется. При сильном ветре она вот летает на территории наших участков. Мы дышим цементной пылью. У меня справки медицинские есть, заключение, что поставили синдром, предастматический синдром. Маленькие дети, вот тут проживает Байкалова 20, 3 малолетних детей, причем грудничок. И вот все дышим мы это. Ребенок не успел родиться, уже состоит на учете 8 месяцев у пульмонолога. Вот. Пластиковую тротуарную плитку, фенофталин, формальдегиды, бензолы, согласно заключению Роспотребнадзора, выделяет. Подобные производственные объекты от жилой зоны могут находиться не менее чем в 300 метрах. Галина уже не раз обращалась в разные инстанции, в том числе в прокуратуру города. А прокуратурой города совместно с контролирующими органами организовано проведение проверочных мероприятий. Управлением муниципальных инспекций городского округа город Якутск установлено, что земельный участок, используемый для производства, имеет признаки самовольного захвата и используется не по целевому назначению. По данному факту окружная администрация городского округа город Якутск обратилась в суд с исковым заявлением об освобождении самовольно занятого земельного участка. Данное дело находится на рассмотрении в Якутском городском суде. Производство по делу в данное время приостановлено в связи с назначением землеустроительной экспертизы. Данная ситуация находится на контроле прокуратуры города. Стало известно, что сам предприниматель также обратился в суд, ссылаясь на то, что все межевые работы по установлению границ его земельного участка проводились незаконно и что земля у него во владении. Также сложность в проверках и экспертизах вносит действующая отсрочка на внеплановые проверки бизнеса в России, которая действует до конца 2023 года. Да, идут судебные разбирательства, но вот у нас года 3 был COVID-19, да, и после этого у нас специальная военная операция началась. И для органов, которые проводят проверки, да, есть такой, мораторий стоит на проверки предпринимателей. Ага. Они, эти проверки согласовываются с прокуратурой, а прокуратура согласовывает его, когда есть опасность жизнью, здоровью людей. Анализы Роспотребнадзора не выявили достаточной вредности, а предприниматель не вступает в диалог. По улице Тимирязева, где ведется производство, он не проживает. Телеканал Якутия 24, откройте. Нет, не надо, без этих. Сходите туда вот. Куда? Магазин «Фобос». Производство сейчас работает, да, производится? Не имею права пускать вас. Сходите туда. Участковые, когда приезжают с первого отделения полиции, они туда заходят в производственный цех. Да, и выходят и говорят, нас не пустили, и вышли, сели в машину и поехали дальше. Дело действительно затянулось. Имеется много затрудняющих факторов. Судебное разбирательство ведется, проводятся экспертизы. На сегодня остается лишь ждать решения городского суда. Марферина Алексеева, Джулустан Накентьев, Якутск. 27 случаев укусов клещей зарегистрировано в Ленском районе республики в мае. Из них в 7 случаях пострадали дети. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года количество обращений по поводу укусов снизилось в 2 раза. В мае 2022 года было зарегистрировано 60 обращений, отмечается в сообщении. Основную долю пострадавших, это 59%, составили дачники. 26% укушены в поселках Витим и Пеледуй, остальные в лесу, на охоте или рыбалке. 16 насекомых были отправлены на исследование в Якутск, ожидаются результаты. Проблема не обошла и Мирный. Там на днях был зарегистрирован первый случай укуса клеща на дачном участке. Житель сразу обратился в медицинское учреждение. В районе с целью предупреждения случаев заболевания людей инфекциями, передающихся иксодовыми клещами, проводят обработки территории парков, скверов, летних оздоровительных учреждений и организаций мест массового отдыха и пребывания населения. Планируя прогулки в зеленой зоне или поход в лес, не пренебрегайте мерами предосторожности. В эпидсезон 2021 года, если взять Мирнинский район, было зарегистрировано 4 случая укуса людей клещами, в том числе 1 случай среди детей до 14 лет.
В сравнении с аналогичным периодом 2022 года число укусов увеличилось до 10 случаев. В том числе по одному случаю было зарегистрировано у нас в поселке Айхал и в поселке Тасюрях. Теперь к мерам специфической профилактики клещевого энцефалита у нас относятся профилактические прививки. Я хотел бы всем напомнить, что вакцинация является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита. Человек труда – это звучит гордо. Труженик Якутии Иннокентий Захаров, бригадир комплексной бригады «Якутпромстрой». Все 38 лет своего трудового стажа работает на этом предприятии. Компетентность и профессионализм бригадира обеспечивает налаженное производство. При непосредственном участии бригады Иннокентия Захарова построены и сданы за последние годы десятки многоквартирных жилых домов и другие объекты. Опытный бригадир активно внедряет современные проекты, новые технологии монолитно-каркасного строительства. На сегодняшний день его бригада из 17 человек строит многоквартирный дом на одной из улиц Якутска. Напомним, что в этом году Иннокентий Захаров награжден премией «Человек труда», учрежденной главой Якутии Айсеном Николаевым. Профессию строителя выбрал по, как сказать, по велению судьбы, наверное. Как-то дорога открывалась. После университета мне дали путевку в СМУ-3 тогда, в 1985 году. Свою работу я люблю, уважаю, поэтому до сих пор долго на одном месте. Самое главное – выносливость, трудолюбие, ответственность. В столице региона открылась выставка «Русский Азов». Выставочный проект реализован на базе сети мультимедийных исторических парков «Россия. Моя история». Экспозиция включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе из коллекции Краеведческого музея Мариуполя. Живая лента истории Азова состоит из десятков мультимедийных экранов и сенсорных планшетов, проекторов и 3D-моделей, что позволяет посетителям в полной мере окунуться в историю Азова. Выставка пройдет до 2 июля. Выставка «Русский Азов» – это проект, который был подготовлен Фондом гуманитарных знаний «Перспектива» и Российским историческим обществом. И в сотрудничестве с системой исторических парков «Россия. Моя история» транслируется сегодня по всей стране. Эти выставки открыты уже в 12 регионах России. Цель этих выставок – показать историческую связь с территорией современного Приазовья, исторического Приазовья и сегодняшних событий, которые, мы знаем, происходят в наши дни. Сегодня в Хангаласском Лосе в селе Техтюр прошел субботник актеров творческой киностудии «Дети Саха» Академического театра «Детсад». Данное мероприятие прошло в честь съемок продолжения знаменитой якутской комедии «Кэскил». Напомню, что первая серия вышла в 2006 году. По словам продюсера, съемки новой части начнутся с 12 июня. А выход фильма ожидается осенью этого года. В нем примут участие около 30 актеров комедийного жанра, а сценарий фильма готовили около 3 лет. Я вот, например, как человек, который рос на фильмах «Детсад», для меня это огромная честь и огромная ответственность именно вот продюсировать этот фильм и собрать всех звезд, именно резидентов «Детсад», всех звезд якутской комедии. Для меня это большая радость и волнение. Мы соберем всех топовых артистов именно якутского кинематографа в жанре комедии, и это будет один из самых ожидаемых фильмов этого года. Призер Олимпийских игр Баир Баденов встретился с юными лучниками Горного района. Титулованного гостя в начале визита ознакомились со стрелковым тиром «Берген», который, как он потом признался, не имеет аналогов за Уралом. Самым волнительным моментом для олимпийского призера стал мастер-класс воспитанникам Бердигистяхской спортивной школы Олимпийского резерва. Титулованный лучник показал им свое мастерство и дал советы по технике своих направлений. Визит Баира Баденова в Бердигистях не случайен. Стрелки Горного района – одни из лидеров республики. А с вводом нового стрелкового тира «Берген» этот вид спорта должен сконцентрироваться именно там. Знаете, я много всяких видел. Ни с чем даже лучше. Скажу, да, действительно, да. А у вас на родине Бурятии вот такой есть? Родина у меня Забайкальский край. Нету такого. Такого тира у нас нет, я не видел.
Да. А я сам вырос в подвальном помещении, в подвале стрелял, у нас таких условий не было. У меня там, где я стреляю, всего лишь 4 щита влезало и все. А вот тут сколько щитов? 10 щитов без проблем. Да, это шикарно. Чурапчинский улус сегодня тоже посетил олимпийский чемпион, но уже по вольной борьбе. Сослан Рамонов состоялся визит благодаря соглашению главы улуса Степана Саргадаева и Управления физической культуры и спорта. В рамках 95-летия великого тренера Дмитрия Коркина Сослан Рамонов посетил музей спортивной славы, где ему рассказали о цикле работы выдающегося тренера и о достижениях его воспитанников. Затем в многофункциональном спортивном комплексе имени Александра Федотова именитый олимпиец провел мастер-класс по вольной борьбе среди юных спортсменов Чурапчинского улуса. Вот с такого маленького села такие выдающиеся спортсмены, и все из одного тренера, выходцы из одного тренера. Это, наверное, и говорит о том, что тренер был выдающимся, и надо ему подражать. И я бы хотел, чтобы за его системой следили и более глубоко изучили, и все полезные информации, чтобы всегда забирали. На сегодня у нас все, но мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.